Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Для нас очень важно сохранить именно эти братские, теплые, исторические взаимоотношения и традиции наших народов сегодня сохраняют и дают нам возможность сохраниться в этом непростом мире. Бадра Гунба встретился с участниками международного лагеря Ахиштрах, детьми и внуками добровольцев, которые боролись за независимость Абхазии. В Абхазии наблюдается нехватка бензина. На некоторых автозаправках выстроилась очередь автомобилистов. В чем причина перебоев? Подробнее в выпуске. История любви и преданности Родине. Работы по реконструкции Гудаутской 4-й средней школы имени Героя Абхазии Оскара Гвазава близятся к завершению. Открытый дружеский диалог, интересные вопросы. Президент Бадра Гунба встретился с участниками международного лагеря Ахиштрах. Во втором потоке проекта в Абхазии отдохнули 70 детей из республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Это дети и внуки добровольцев, которые боролись за независимость Абхазии. На встрече была и Гугут Савардани. Международный лагерь Ахиштрах собирает на абхазской земле детей-добровольцев и представителей абхазских диаспор за рубежом. Август 2025-го запомнится им не только познавательными экскурсиями по стране души, но и теплыми встречами. Одна из самых ярких с президентом Бадрой Гунба. Открытый дружеский диалог, интересные вопросы главе государства. Какой идеальный маршрут стоит проложить молодежи, которые хотели бы посетить эту чудесную республику? Самый главный маршрут – это тот маршрут, который был выбран добровольцами Северного Кавказа через хребты, когда они приходили на помощь нашей маленькой республике и нашему народу. Это самый главный маршрут, который народ Абхазии поколениями не забудет. И я хочу, чтобы через этот маршрут приходили к нам наши братья не в такие сложные времена, когда возникают угрозы для существования нашего народа, а чтобы эта тропа стала тропой, которая напоминает о нашем общем прошлом и о нашем будущем. Спасибо большое. Первая группа проекта «Ахиштрах» побывала в республике в июле этого года. В нее вошли дети из Турции. Сейчас в гостях в Абхазии находятся 70 представителей республик Северного Кавказа и Юга России. В этом зале дети, чьи деды и отцы прошли Отечественную войну народа Абхазии. Лагерь организован Государственным комитетом по репатриации. Укрепление культурных и исторических связей – главная цель проекта. Хочу вам сказать, что за время работы комитет по репатриации нас полностью сопровождал, интересовался, все время были с нами. Огромная благодарность всем, кто был неравнодушен именно к отдыху наших детей. Наши дети полны эмоций, полны впечатлений. Вы видели бы, какие они отзывы пишут, эти родители. Я пересылаю в комитет в свою рабочую группу пересылает. Вы увидите там слова, начиная от водителя нашего сопровождения, заканчивая по питанию, где мы находимся. За время пребывания в лагере дети посетили множество достопримечательностей, красивейшие города Абхазии, пещеры, монастыри и озера. В некоторых богатая история и красота вдохновили на написание картин. Очень сильно вдохновил архитектура нашего Сухума, невероятно красиво. А тут еще и такой сложный рисунок. Как тут не нарисовать? Ну, меня вообще впечатляет Анакапийская крепость, и я решил нарисовать ее и назвал эту картину «Защита Анакапии». Амалия Алиева приехала в Абхазию из Карачаево-Черкесской республики. Уезжает с массой положительных эмоций, планирует вернуться снова. Помимо того, что мы просто отдыхали в самой базе отдыха, нас возили на разные экскурсии, мероприятия. Мы могли, например, нас водили в разные театры, концерты. Мы ехали на природу, мы смотрели на водопады, на разные
чудеса природы Абхазии. Это было очень здорово, захватывающе, мне очень понравилось. Дети задавали главе государства десятки вопросов. Они касались культуры, языка, традиций, экологии, взаимоотношений между братскими народами. Мир становится совершенно другим, многообразным, где стираются культуры, где стираются национальности, языки. Но это, наверное, не самое лучшее для наших народов. Мы храним в себе самое сокровенное – это свой язык. Именно на основании наших языков сохраняются традиции. Кем вы хотели стать в детстве и как вы решили стать президентом? Кем я хотел стать в детстве? Я хотел стать человеком, который будет в любом случае, где бы ни находился, востребован и выполнять свои профессиональные функции на высоком уровне. Бадра Гунба предложил организовать для участников молодежного лагеря поездки в абхазские села, ведь так они смогут больше узнать о местном быте, укладе жизни. 23 августа в Абхазию приедет третья группа из Турции. В ней тоже будет до 70 детей. Гугу Савардани, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Несколько дней, как в республике, на некоторых заправках нет бензина. В частности, топлива нет на АЗС компании «Азит» и заправках государственного предприятия «Абхазтоп». В то же время на заправочных станциях компании «Подорожники» и «Роснефть» топливо отпускают в штатном режиме. Как сообщил абхазскому телевидению генеральный директор «Абхазтопа» Рамаз Джопуа, сложности с поставками ГСМ в Абхазию связаны с высокой загруженностью железных дорог в туристический сезон. Как скоро бензин завезут в республику, узнавала Аэлита Рутюнян. Перебой с поставками топлива в Абхазию наблюдаются ежегодно в туристический сезон. Уже несколько дней на некоторых заправках нет бензина, в частности на АЗС компании «Азит» и заправках государственного предприятия «Абхазтоп». По словам министра энергетики Батала Мушпа, завоз топлива в республику ожидается в ближайшее время. Мы рассчитываем, что дополнительный объем 700 тонн, который должен зайти буквально несколько дней, может быть завтра, позволит нам снять острый дефицит, который возник у некоторых участников топливного рынка. Также законтрактован еще дополнительный объем, в 2 раза превышающий ту цифру, которую я назвал ранее. Эти поставки тоже мы рассчитываем, что зайдут в немножко отложенном периоде времени, но, несмотря на это, мы не прогнозируем, что в ближайшее время будут какие-либо дополнительные сложности. На заправочных станциях компании «Подорожник» и «Роснефть» топливо отпускают в штатном режиме. Сложности с поставками ГСМ в Абхазию связаны с высокой загруженностью железных дорог. Каждый год мы летом в Абхазии наблюдаем либо ажиотажный спрос, либо какие-то перебои с поставками топлива. Это, безусловно, вызвано тем, что очень загружен северокавказский сегмент российской железной дороги. И учитывая, что мы получаем все это топливо посредством железнодорожных поставок, не всегда вовремя приходит оплаченное и заказанное топливо. Это связано с тем, что приоритет отдается пассажирским составам, а товарные составы идут по остаточному принципу, они идут уже тогда, когда пути свободны. Это касается всех видов топлива, потому что, как я и говорил, все топливо, которое поставляется в республику, оно идет с российских нефтеперерабатывающих заводов. И тут не зависит ни от какого. Дизеля немножко больше, потому что потребление дизеля традиционно меньше. Схожая ситуация происходит в Крыму и на юге России, где в настоящий момент на некоторых автозаправочных станциях наблюдается дефицит бензина в целом, особенно марки АИ-95. Основная причина перебоев – снижение производственных объемов на 3 нефтеперерабатывающих заводах на юге России. Также проблемы, связанные с логистикой. Олег Лакоба, генеральный директор Апсны Ойл, призывает автомобилистов не создавать топливный ажиотаж. Я призвал бы не создавать ажиотажный спрос на топливо, не пытаться запастись впрок, так как по нашим данным топливо в пути почти у всех поставщиков. Со своей стороны хочу добавить, что правительство также делает все возможное для того, чтобы помочь нам быстрее получить закупленные объемы, быстрее их доставить. То есть мы в постоянном контакте находимся.
Министр энергетики Батал Мужба подчеркнул, что правительство республики находится в ежедневном взаимодействии с российскими коллегами, чтобы не допустить усугубления ситуации. Министерство энергетики Республики Абхазия, правительство в целом контролирует процесс топливного обеспечения. Мы находимся в практически ежедневном взаимодействии с Министерством энергетики Российской Федерации, где информируем коллег о тех неотложных мероприятиях, которые для нас важны в вопросах топливного обеспечения. Таким образом, топливный коллапс республике не грозит. Нет необходимости паниковать и запасаться бензином впрок. Айлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Министерство обороны проводит сборы с расчетами ПВО воинских частей вооруженных сил Абхазии. Курс теоретической подготовки практических занятий будет проходить в течение 3 дней. В полевых условиях военнослужащие отрабатывают навыки применения средств противовоздушной обороны. Стрельбы проводятся по движущимся воздушным мишеням в дневное и ночное время. Граждане Турции, находившиеся в международном розыске и задержанные совместно с Службой безопасности Абхазии и ФСБ России, переданы российской стороне. – 19 августа 2025 года на границе Республики Абхазия с Российской Федерацией осуществлена процедура передачи граждан Турции, находившихся в международном розыске. По имеющейся оперативной информации, граждане Салдаз Метин 2000 года, Гюрен Сельчук 1997 года и Демироз Угур 1988 года являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с ФСБ России граждане Турции были задержаны, и Следственным отделом СГБ Республики в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 324, часть 2 УК Республики Абхазия. Решением Галского суда вышеуказанные граждане были осуждены с последующим выдворением с территории Республики Абхазия. По линии международного сотрудничества переданы российской стороне. Не стало Дианы Абрамовны Читанава, заместителя главврача Сухумского роддома, заведующей обсервационным отделением, врача высшей категории, заслуженного врача Абхазии. В нашей стране практически каждая женщина зрелого возраста знает ее имя. Через золотые руки Дианы Абрамовны прошли сотни матерей и новорожденных. Она была не только блестящим врачом, но и талантливым наставником, передавая свои знания и опыт молодому поколению. Заведующая обсервационным отделением Диана Читанава всегда держала двери своего кабинета открытыми, и в любое время сюда мог войти человек, нуждающийся в поддержке или совете. Она встречала каждого улыбкой и светящимися глазами, так тепло и по-родственному, что эта картина осталась в памяти у всех, кто когда-либо пересекал пороги ее кабинета. Теперь же коллеги обходят это место стороной. В пустом помещении повисло молчание, которое не удается разорвать. Будни родильного отделения идут своим ускоренным ходом, а в этом кабинете время как будто остановилось. На столике в центре стоит ее портрет, и он напоминает о безвозвратной потере. Лиана Ачба и Диана Читанава были очень близкими друзьями. Лиана до сих пор хранит в памяти их первую встречу. Декабрь 1993 года, когда в едва обживаемом после пожара Сухумском роддоме железнодорожной больницы среди хаоса и острой нехватки кадров появилась тихая, собранная и удивительно сильная фигура Дианы Абрамовны. Мало было врачей, акушер-гинекологов. Ко мне приводят женщину и говорят, это Диана Абрамовна, она бывший главврач Ачимчирского родильного дома. Вот, хотела бы с нами работать. Я, конечно, была счастлива. Учитывая, что Диана Абрамовна имела немалый стаж работы в Белоруссии, она закончила Белорусский мединститут, и там осталась работать, там замуж вышла, и там работала, и очень активно работала.
С тех пор она спасла десятки жизней, матерей и новорожденных. Это стало ее немым признанием. Диана Читанава нередко приходила на работу в глубокой ночи, не щадя ни сна, ни сил. Ее спокойная решимость и умелые руки в самых критических моментах становились и границей между трагедией и счастьем. Диана Абрамовна не любила хвалебных слов в свой адрес и всегда их избегала. Она никогда не говорила о своих болезнях и не жаловалась. Беспокоилась о каждом, почти не обращая внимания на собственные недуги. Чужие беды казались ей важнее собственных. Я очень сожалею, что потеряла такого друга. Просто вот невероятно, не могу в это до сих пор поверить. Никакой ни день, ни ночь. В день 5 раз нас вызывали, бывало. Мне один раз этот доктор был верен своей профессии. Никогда не сказала «я не могу», «я плохо себя чувствую». Она вставала и шла на свой пост. За время работы Диана Абрамовна зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, проводила все виды оперативных вмешательств в акушерстве и гинекологии, а также вела консервативную терапию гинекологических заболеваний, осуществляла экстренные вызовы по тяжелой патологии, внедряла новые методы оперативных пособий в акушерстве, постоянно повышала свой теоретический уровень в свете последних достижений науки и делилась опытом с молодыми коллегами. Диана Абрамовна – человек с большой буквой, наставник и, не боюсь этого слова, локомотив родильного дома. Всех она нас принимала с душой, она учила нам азам акушерства, всех наставила на оперативный лад, на оперативное акушерство и была искренним врачом и настоящим акушер-гинекологом. Трудно сдержать слезы и подобрать нужные слова. Еще 12 июля Диана Абрамовна была на дежурстве. Под утро поступила пациентка в тяжелом состоянии. Диана Абрамовна оказала ей помощь, а затем сама заболела. 1,5 месяца она боролась, но, к сожалению, все усилия оказались безуспешными. Она до последнего времени работала заведующей отделением обсервационным. Она до последнего времени дежурила. Она до последнего времени принимала роды, она до последнего времени оперировала. Она дежурила на дому. В том случае, если вдруг молодым докторам понадобится помощь, она выезжала и ночью, и днем, и вечером, и в любое время суток. Нам будет трудно. Очень надеюсь, что те, которые идут за ней, будут достойны ее памяти. Врач высшей категории, заслуженный врач Абхазии Диана Читанава 55 лет посвятила любимому делу. Вырастила 2 сыновей, была бабушкой 3 внуков. Надежная опора и мудрый пример для семьи и коллег. Ее доброта и профессионализм навсегда останутся в сердцах тех, кому посчастливилось с ней работать и дружить. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Более 3 суток в селах Будаутского района Будзюрха и Звандрепше нет воды. Как сообщил Абхазскому телевидению глава районной администрации Валерий Авицбе, это связано с засушливой погодой. Перебои с водоснабжением в этом районе часто возникают из-за снижения дебита в русле реки Хапста. Напомним, что в конце июля президент Бадрагунба посетил водозабор в селе Дурипш, расположенный в высокогорной местности и обеспечивающий водой, в частности, и данные села. Глава государства поставил задачу по решению проблемы и реализации необходимых работ до конца года. 2 села – это Звандрепш, Будзюрха и часть Хапсты. Они находятся уже 3-й день без воды. И вчера и сегодня работники водоканала и сами жители, и главы администрации сел, они занимаются этим делом. Я уверен, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Дело не в технике, самое природное явление. Вы сами прекрасно знаете, больше месяца при такой жаре. И, конечно, это очень повлияло. Если будет дождь, проблемы тоже будут устранены. А нашему народу хочу принести еще раз свои извинения за неприятное именно такое время жары, неудобства. В 4-й средней школе города Гудаута имени Героя Абхазии Оскара Гвазава проводятся масштабные работы. Впервые с 1974 года здесь идет полная реконструкция. Проект включает в себя капитальный ремонт фасада здания, замену окон и дверей, а также полную модернизацию инженерных сетей, включая канализацию и электроснабжение. Работы ведутся за счет средств семьи Гвазава.
Работы, финансируемые семьей Гвазава, охватывают ключевые аспекты школьной инфраструктуры. От капитального ремонта фасада до полной модернизации инженерных сетей. Капитальный ремонт в Гудаутской 4-й средней школе не проводился с 1974 года. Тогда же Оскар Гвазава начал здесь свой образовательный путь. В школе бережно хранят воспоминания о нем, а реконструкция станет символом уважения к его памяти и вкладу в историю Абхазии. Оскар Гвазава – герой войны. Он всю войну прошел и отдал свою жизнь за нашу родину. Эта школа названа в честь него. Но он вошел в историю, и он член нашей семьи. И это одна часть ситуации. Другая часть, что наши дети, которые здесь учатся и будут учиться, есть необходимость, чтобы у них были нормальные условия, да, и мы благодарны судьбе, что у нас есть такая возможность сделать так эту школу, как бы нам хотелось, какой бы она была. Преображение школы – это не просто обновление здания, это инвестиция в будущее. Новые учебные классы, современное оборудование, обновленная спортивная площадка – это все создаст комфортные условия для обучения и развития подрастающего поколения. Проект реконструкции включает в себя также обустройство актового зала, где будут проводиться школьные мероприятия, концерты и памятные вечера. Благоустраивается и двор школы. Ранее здесь располагались ветхие постройки, которые были опасными для детей. После реконструкции здесь появится зона отдыха с удобными лавочками и красивым видом на море. Здесь комплексный подход. У нас работают специалисты из Абхазии, из Беларуси, из России. То есть это профильные бригады, которые работают по фасаду, которые работают по внутренней отделке, по электрике. Вот даже такие вопросы, как сточные ливневые воды, здесь были не решены, ее затапливало. Здесь привлечены наши ведущие архитекторы, которые строили Гудоу Плаза, помогали в восстановлении вилла Алаизи. То есть мы всех своих лучших кадров, которые есть у нас в зоне досягаемости, привлекли к этой школе, потому что для нас это не просто какой-то проект, мы душу вкладываем. В новом учебном году школа номер 4 гостеприимно распахнет свои двери для учеников, несмотря на продолжающиеся строительные работы. Администрация школы разработала специальный график проведения работ, который будет строго соблюдаться, чтобы минимизировать любое возможное влияние на учебный процесс. Обновленная школа станет современным образовательным центром, предоставляющим ученикам и учителям все необходимые условия для успешной учебы и работы. Мы делаем это в первую очередь для будущего, для наших детей, потому что мы понимаем, что надо ставить на младшее поколение. И вообще школа, в моем понимании, наверное, это тоже часть, помимо образовательного процесса, и часть воспитательного процесса. И нам хотелось бы, чтобы выпускники этой школы, естественно, имели правильное воспитание, которое мы, как абхазцы, видим, и знали, что такое Апсура, и продвигали это дальше сквозь всю свою жизнь. Эта реконструкция не просто дань памяти герою, но и символ надежды на светлое будущее Абхазии. Будущее, в котором образование и знания играют ключевую роль в развитии общества и процветании страны. Школа, носящая имя Оскара Гвазава, продолжит воспитывать достойных граждан, готовых внести свой вклад в историю и культуру своей родины. Кунда Шоуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Управление госстатистики Абхазии и Росстата России подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы. Руководители организации «Камагоги» и Сергей Галкин обсудили стратегические направления развития государственной статистики, а также затронули вопросы проведения очередного раунда переписей населения и выборочных статистических наблюдений. Съемки документального фильма для Первого канала пройдут в Абхазии. В работе над лентой принимает участие съемочная группа проекта «Варгонзо», в том числе журналист Семен Пегов. Одним из центральных сюжетов фильма станет операция по освобождению заложников в Сухумском СИЗО 15 августа 1990 года. С ветеранами спецподразделений СССР, принимавшими участие в данной операции, встретился вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.
Делегацию возглавляет герой Абхазии, ветеран спецназа «Витязь» Сергей Лысюк, который руководил штурмовой группой во время тех событий. Стороны также затронули тему методического и учебного взаимодействия между российскими и абхазскими структурами. Министерство энергетики Абхазии поздравило абхазских железнодорожников с прошедшим профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения ведомственными наградами состоялась в центральном офисе АЖД. А генеральному директору Арсоу Читанава вручена ведомственная медаль за работу на железной дороге. Железная дорога в последние несколько лет динамично развивается под вашим руководством. Это в первую очередь ваша заслуга и вашего коллектива, и, конечно же, тех людей, которые все послевоенные годы вносили свой вклад. И сегодня мы с гордостью говорим, что у нас расширилось транспортное сообщение с Российской Федерацией, железнодорожное сообщение. Все это результат сложного, кропотливого труда, и наглядные достижения, они говорят сегодня сами за себя. Успехов вам больших! Сверху коса 50 лет вот устойчивее. Она, слышала, что сейчас сажу, убыться лихами ног гора, а бы пшали шиш возлепш, последний хышк, шишкса, зовешь, знаешь, я шас, а лихами инвалид выходит, окажется, запуск на хуп. Иракли Хинтба приглашен в качестве спикера на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, сообщает телеграм-канал Русдрама. Хинтба выступит с презентациями, посвященными актуальным проблемам развития театра и театрального образования. Традиционно в рамках форума ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти будут обмениваться идеями, обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды. На форуме ожидается до 2000 участников. В Сухуме впервые в Абхазии будут установлены 19 информационных табличек на домах эпохи модерна. Тексты на абхазском, английском и русском языках, а также QR-коды, ведущие к аудиогиду, будут более подробно информировать об истории зданий. Таблички установят в рамках проекта «Сухумский модерн» при поддержке фонда Амшра. Его инициаторы – архитекторы Сабина Агрба, Лана Чхинджире и дизайнер Арина Чкадова. Спортсмены из Абхазии Абух Бабислан, Муслимов Марк и Ратмир Кархалава стали победителями открытого чемпионата России по стритлифтингу, который прошел в Москве 16 и 17 августа. В соревнованиях принимали участие более 90 спортсменов из Республики Беларусь, Абхазии и разных городов Российской Федерации. В командном зачете команда Республики Абхазия заняла почетное 3-е место. Сейчас спортсмены готовятся к международному турниру «Кубок Содружества», который пройдет 25 октября в Армавире. Активно развиваем в 2025 году данное направление, пишем новые проекты, новые гранты. Сегодня у нас прошел чемпионат России, приехала очень мощная команда из Абхазии, показали крутые результаты, мы очень довольны парнями и очень ждем будущих соревнований. Моей целью было получить звание мастера спорта международного класса, но, к сожалению, было допущено несколько ошибок, что не позволило мне получить данное звание. И это послужило мотивацией для подготовки к предстоящему турниру Кубка Содружества, который будет проходить в Армавире в октябре месяце. Но, тем не менее, я получил 1-е место, чему очень рад. Хотел бы выразить большую благодарность организаторам данного мероприятия и, конечно же, председателю Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Паращу Хакба, который оказал содействие в организации поездки нашей команды на данный турнир. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В четверг, 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолета. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.